Коллектив очень хороший, дружный. Хотя вот, ну, как бы мальчишки все молодые, все, ну, относятся ко мне нормально. Я к ним тоже хорошо отношусь. Я же говорю, я привыкла в мужском коллективе работать, поэтому общий язык всегда нахожу со всеми. Ну, так же и со мной легко находят общий язык. Ну, вот мальчишки шуткой называют меня дед Хасан. Ну, это как бы авторитет такой есть. Это так принято в Казахстане, так говорят? Нет, это не принято так. Это просто, знаете, как это вот выразиться бы? Ну, как старейшина. Да, типа, вот такое. типа вот такого, да. Что-то типа Уважительно. этого. Уважение. Я же говорю, уважение такое тут. Ну, вот так. Вообще могли бы что-то поизящнее придумать. Ну, не знаю. Видите, просто я же бабушка, у Для меня же них, есть да. внуки, вот, и как бы это вот... Они это чувствуют, что вы... да? А вы их как в ответ называете? Ну, как по имени? Малолетки? Нет, не надо, зачем так? Совсем уж тоже нельзя. Ну, во-первых, я училась на сварщика, естественно, но когда я сюда на завод поступила, устроилась я пришла мойщиком подвижного состава. 8 месяцев я проработала, здесь как раз только строился цех сварки. И когда цех сварки построился, они набирали коллектив, ну я почему думала, почему бы нет? Я же тоже сварщик, и мне вообще очень нравится работа сварщика. Ну, я подошла к начальнику, он мне сказал резюме, и вот так я и пришла сюда. И здесь сейчас именно на сварке я уже год с лишним работаю, именно на сварке. Еще есть другие женщины? Сварщиков? Нет, нету. Ну, может быть, где-то, не знаю, но вряд ли Ну, уже, в наверное. цеху у вас нет? Нет, у нас на заводе вообще нету. У меня вообще все мужские профессии. Я арматурщик, бетонщик, оператор БСУ, слесарь-плотник. Вот теперь у меня все мужские... Теперь сварщик, да? Да, все мужские профессии у меня. Почему? Не могу сказать, почему так, я не знаю. Ну, так вот вышло. Но это вот вам так нравится, Да, да? Это да. не то, что так получилось, нет? Это вы выбирали такие профессии? Да они же тяжелые. Ну, я как бы тоже не слабенькая. Во-первых, здесь, как бы сказать, я не знаю, условия хорошие, развозка бесплатно, пожалуйста, тебя на работу отвезут, с работы домой отвезут, в общем, питание бесплатное, обмундирование полностью бесплатное, ну и коллектив хороший. Медстраховка вы еще говорили? Да, еще медстраховка есть. Я не знаю других компаний, чтобы как бы вот так вот к работникам внимание такое. У меня 4 детей, 2 дочери, 2 сына. 2 дочери уже обе семейные, живут отдельно от меня. Со мной 2 сынули мои, 2 сыночка. Один 27 лет ему, но он инвалид лежачий, а младшему 17 будет, вот в октябре 17 будет уже. Студент, 1 курс закончил. А муж есть? Нет, нету. То есть в одиночку тянете Да. двух сыновей? Сейчас 2, да. Свой рабочий путь начала с 15 лет. У меня первый рабочий день был 1 сентября. Мои одноклассники пошли в школу, а я пошла на работу. 1 сентября 1983 года. Я сама с Тараза и на сахзавод. Цех дорожного сахара. Там у нас был такой цех малолеток. Мы выпускали сахар. Раньше это в самолетах был он, авиационный, завернутый. Вот этот сахар мы выпускали. И вот так и пошло. Работа. Так что я вдова. В общем, вы сильная женщина. Ну да, иногда. Не хочется побыть слабой иногда? А у меня не получается. Вроде бы как бы хотелось бы, конечно, но не могу, не получается. Не можете себе позволить? Да, не могу. Потому что на меня дети смотрят.
Ну, он у меня инвалид первой группы, недееспособный. Просто при родах повредили голову, поврежден мозг, все. И ребенок на всю жизнь инвалид остался. Он сам не может ни кушать, ни жевать, ни разговаривать. Ну, вообще ничего не может. Это- Вот памперсы, пища перетертая через терочку там или как, ну, мелкая, в общем. Потому что он сам не жует, он сосет. Мгм. Кормлю лежа, потому что сидя он не может, у него все падает. Это ошибка врачей? Да. Ой, я вообще мечтатель ужасный. Много мечтаю, но кто не мечтает, тот не живет, конечно. Ну, даже не знаю, вырастить сына, помочь ему встать на ноги. Не получается. Мне вот, как моя дочь сказала, говорит, мама, тебе, говорит, просто Бог не дает за руль сесть. Просто когда я училась в автошколе, мне даже тогда инструктор по вождению сказал, говорит, вам за руль нельзя. Почему? Он мне в глаза сказал, вы смертник. Он даже мне говорит, вас надо, говорит, называть Зоя Шумахер. Просто я скорость люблю. Я обожаю скорость. И вот я когда на вождении ездила, он мне все время говорит, вы у меня первый курсант, которого я торможу, говорит. Потому что я люблю скорость. Он мне говорит, и сколько, вот, у меня были деньги. Я хотела купить, я уже выбирала модель машины. Ну, так получилось, что деньги я не удержала, ушли они, машину не купила. А потом уже здесь, в Алмате, я работала слесарь-плотником, тоже уже договорилась с машиной, все, машина мне понравилась, Subaru Legacy, ну, хороший, все. Договорилась по цене, человек попросил, говорит, можно, говорит, я еще какое-то время пока поезжу, потому что он уезжал, ему нужны были документы. Я говорю, хорошо, я говорю, к этому времени как раз тоже деньги заберу. Но тоже так вот получилось, что значит, ну, денег мне не отдали, ну, как вовремя не выплатили. И, в общем, человеку уезжать нужно было, он говорит, извини, ждать не могу, и осталась опять без машины. И я говорю, ну вот почему так? И мне дочь говорит, мама, говорит, тебе просто Бог не дает, говорит, за руль садиться, говорит. Вот, видимо, я уже так уже сама себя этим и успокаиваю. Но мечта все-таки есть. Есть, конечно, есть. И нравится мне вот Toyota. Вот почему Toyota, не знаю. Вот. И именно, конечно, ее уже сняли с производства, Toyota Carina. Вот не знаю почему. Я бы не скажу, что я прям такой знаток автомобиля, да? Честное слово, нет, конечно. Но вот почему-то именно вот Toyota Carina нравится. А из наших, то, что мы выпускаем, мне нравится Соната. Я просто, когда еще вот в 5-м блоке на сборке там на мойке работала, мы тогда протирали, я вот села в эту машину, так, ой, ну комфорт, вообще такой комфорт был, классно было, понравилось. Мне самое главное, чтобы там была классная музыка, чтобы там буфер, прям вот, вот басы, вот, не знаю, я обожаю музыку. Поэтому мне самое главное, чтобы там музыка звучала от души. Ну, мои обязанности входят вот, я наношу на усиление, на мастику, потом я на кондукторе укладываю, сверху ложу крышу, обвариваю ее, чтобы, ну, как вот такие усиления держались. Потом, естественно, эта крыша идет на мейнбак. Когда автомобиль собирается полностью, уже, чтобы крыша была готовая. А помимо этого я наношу на передние, на задние усиления, а эти тоже идут на мейнбак. Они уже там сами их укладывают, там обваривают. Ну и потом там еще, где на 5-м посту, там тоже этот герметик наношу на боковушки автомобиля. Помогаю загружать мейнбак. Если немножко, ну бывает там кто-то в отпуске, кто-то на больничном, помогаю еще на 5-м посту пол обваривать. Там тоже 2 ганами пол обвариваю. Ну вот так вот работа и заключается.